Сегодня для Башкортостана и Луганской республики настоящее культурное большое событие. Сегодня мы приехали сюда для того, чтобы сделать большой мастер-класс от заслуженного артиста Республики Башкортостан Радика Бакирова для танцоров данной Академии и культуры и искусств. Как это будет? Впереди 2 часа большой репетиции, большой тренировки. И по итогу артисты балета, народного балета, должны сегодня показать башкирский танец. Народная хореография, ведь это вся планета. Сколько народов, столько и танцев на нашей планете. Поэтому каждая новая народность, которую мы изучаем, а сегодня мы изучаем танцы Башкирии, для нас очень важны и интересны. Вы видите, с каким энтузиазмом студенты всех курсов ансамбля, народного ансамбля танца «Радослав» сегодня воспринимают тот богатый материал вашей республики. У нас есть бесценный опыт, у нас есть живой представитель, да, носитель культуры, носитель хореографической культуры башкирского танца. И это очень важно на самом деле, узнать нюансы, моменты, потому что мы все-таки немножко другого склада люди, да, другого характера, и нам это очень интересно. А наличие костюмов – это 50% успеха. На материале, тот, который нам дал балетмейстер, который ведет сейчас мастер-класс, мы сделаем хореографический номер, оденемся в национальные костюмы, вот, и этот номер войдет в репертуар нашего ансамбля. Дело в том, что музыкальный материал и костюмирование – это 70-80% успеха любого хореографического произведения. Я не переживал, что они не смогут взять какие-то связки, комбинации. Я больше переживал, как бы передать им башкирский дух. И сегодня действительно в ходе работы это получилось. Я вижу, что и девочки, и парни, они это с таким удовольствием это восприняли, и у них получилось просто, супер просто, хорошо получилось. Мы не знаем, куда и в какой коллектив, возможно, попадет наш выпускник. И, возможно, он не будет полностью, например, владеть тонкостями, да, искусства башкирской хореографии, но он будет знать, что это, он будет знать основные моменты, и он сам не оконфузится, не оконфузит то учебное заведение, которое он представляет. Это важно, это интересно. По программе дисциплины русский танец, народно-сценический танец мы, конечно, проходим танцевальную культуру всех регионов России. И то, что мы знали какие-то основные движения башкирского танца, сегодня мы углубились уже в более богатый мир, в культуру башкирского народного танца. Это прекрасно. Особенно мне запомнились мужские движения с башкирского танца. Вот здесь я прям... Это хоть максимально странно, но я себя чувствовала... Да, я как-то здесь... больше раскрылась, более воинственная, более такой готовая разорвать все и всех. Женский костюм, чем он характерен и отличается, это его богатость. То есть, допустим, все это маниста, так скажем, это наше приданное женское, что означает наше богатство, нашу красоту. То есть девушки, танцуя, хотели показать, что у них есть все самое красивое, самое богатое, самое, так скажем, самое-пресамое. И тем самым они показывали, что они чисты, они богаты и достаточны. Он подвижный, он темпераментный. Я чувствую, что он озорной, он игривый. Мы постараемся все эти характеристики воспроизвести в нашей постановке. По себе думаю, что у меня есть свои коллеги, педагоги, которые в нашей студии работают. Привести их также, они могут своим опытом поделиться и сделать какие-то башкирские постановочные работы. Также пригласить их в нашу республику и на различные, например, на конкурс башкирского танца телевизионный «Баик». Почему бы нет? Надо их пригласить. И я думаю, что это будет здорово. Не только монеты и красивое обрамление делают традиционный костюм ярким. Также это натуральные, качественные ткани, допустим, бархат. Он очень дорого смотрится, действительно
не только просто красивый, но он еще очень комфортный и действительно отягощает костюм. А что делает богатым костюм? Это его тяжесть. Если он легкий, в нем легко танцевать, а когда ты одеваешь тяжелый костюм, ты сразу ощущаешь, что это действительно костюм, который несет в себе вес.